Нижнекамск – один из самых удобных для жизни городов Татарстана и один из самых быстро растущих. Про него уже не скажешь – город-завод. В Нижнекамске созданы прекрасные условия для отдыха, занятий спортом, имеются великолепные набережные, парки и скверы. И весь этот комфорт и благополучие обеспечивают крупнейшие промышленные предприятия города, республики и всей России. Их рост – это радостные улыбки детей, их мощь – новые улицы и дома, их прогресс – это дороги, школы, торговые центры. Мы настолько быстро привыкаем ко всему хорошему, что воспринимаем благо цивилизации как данность. Бери сколько хочешь электроэнергии, тепла, газа. В чем проблема-то? Для производства еще одного магазина, стадиона, новостройки я, наверное, кого-то удивлю. Еще несколько лет назад весь этот комфорт висел, можно сказать, на волоске, а точнее сказать, на нитке газопровода. Да, Нижнекамск еще с советских времен планировался как крупный промышленный центр. Инфраструктура была предусмотрена, однако на определенном этапе темпы развития и города, и особенно промышленности Нижнекамска стали существенно опережать его советские возможности по газу и тому же электричеству. Вопрос с надежностью энергоснабжения был решен сравнительно недавно благодаря масштабным инвестициям и строительству новой подстанции Бегишева энергомоста Щелоков-Центральная. Газовый вопрос уже нельзя было откладывать. Старый газопровод, построенный еще в советские годы, себя явно исчерпал. Его возможностей едва хватало на действующее производство и текущие городские проблемы. Но ведь город растет, вводятся новые объекты. Достаточно сказать, что только по группе ТАИФ в Нижнекамске потребности по газу вырастут почти втрое в 2025 году по сравнению с 2009 годом. И это объективная реальность. Только у Нижнекамскнефтехима, входящего в группу компаний ТАИФ, в стадии реализации сразу несколько амбициозных проектов. Строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн, новые энергостанции на 495 мегаватт, проект по производству дивинилстирольного синтетического каучука, производство метанола и технического углерода. В целом по группе ТАИФ общий объем инвестиций до 2030 года только в Нижнекамске превышает 880 миллиардов рублей. Астрономическая сумма и мегапроекты, которые оказались в прямой зависимости от многострадального газового вопроса. Надежды на «Газпром» были, но они, увы, не оправдались. Спасибо, на местном уровне руководство «Газпром-Трансгаз Казань» помогло с получением необходимых разрешений и подготовкой технической документации. И если самый болезненный вопрос с финансированием ТАИФ взял на себя, а это, на секунду, миллиарды рублей, нужно было решить другую архисложную задачу – как технически реализовать проект. Дело в том, что новый газопровод нужно было построить, условно говоря, не в чистом поле, а в условиях, близких к экстремальным. На его пути и горы, и реки. Река Кама. Это почти 1,5 километра, но быть точным, 1 километр 300 метров. Река Криуша, 600 метров зеркало воды. Река Танайка, 300 метров зеркало воды. И мы поднимались по очень крутому косогору. Существенная часть газопровода должна была пройти по территории национального парка Нижняя Кама, а это еще одно обременение, поэтому от простых и более дешевых методов прокладки отказались сразу. Любые траншеи могли нанести экосистеме непоправимый ущерб. Проложить трубы по дну рек тоже не вариант, экологам такое решение не понравилось бы. Что делать? Искать. В ТАИФе газотранспортной компании пошли по трудному, затратному, но единственно верному пути. Одна из особенностей этого проекта в том, что существенная часть пути газопровода проходит по территории национального парка Нижняя Кама, поэтому нужно было применить такие технологии, чтобы не нанести никакого ущерба окружающей среде и природе. И вторая особенность – это так называемые водные преграды. Вот это река Кама. Расстояние от берега до берега в этой точке 1300 метров, и даже не по дну реки, а ниже дна реки на 5-10 метров проходит газопровод. Это удалось сделать благодаря уникальной технологии Direct Pipe. Что это за технология такая? Это уникальный инновационный способ бестраншейной прокладки труб. По сути работы чем-то он напоминает прокладку метро. Разве что действовать нашим специалистам приходилось мало того, что в сложных геологических и гидрометеорологических условиях, так еще и с хирургической точностью. При диаметре
вот этого нашей трубы 1220 мы проходили вот эти расстояния километр 300, 600, 300, 600 метров с точностью до нескольких сантиметров. Это машина длиной, допустим, там около 18 метров, состоящая из 3 частей. Как в детстве ужа вы видели деревянного вот этого? Вот она в 3 измерениях вращается. И она может направляться из пульта управления, идет и сразу за собой тащит трубу. Тихонько зашли за 250 метров и вышли за 200 метров. Никого не мешая, ничего, спокойно зашли. Никаких практически амбаров у нас грязных не было, ничего. Технология применена. Интересная, шикарная, позволила нам сохранить баланс между экономическими интересами и вопросами экологии. Вопросы экологии для группы компаний «Таиф» в сегодняшнем моменте выходят, можно сказать, на первое место. В рекордно короткие сроки и без малейшего ущерба для окружающей среды. Сегодня уже только по косвенным признакам можно определить, что по этой территории проходит газопровод. Вот как понять, что по территории этого национального парка Нижней Камы проходит газопровод? Оказывается, есть такая возможность. Для этого существует опознавательный знак, где указан метраж газопровода. 14,4 километра от начала техприсоединения, то есть мы находимся примерно на половине пути газопровода. Мы провели мониторинг, практически изменений и нарушений мы не обнаружили. Вреда никакого, а экологический эффект существенный и позитивный, причем эффект комплексный. С одной стороны, это дополнительные объемы около 4 миллиардов кубов в год, более экологически чистого, чем тот же мазут топлива. Во-вторых, надежность газоснабжения на качественно ином уровне. Промпредприятие Нижнекамска и сам город теперь получает газ от 2 независимых источников. Ведь с вводом этого газопровода случилось то, о чем раньше могли только мечтать. Соединились 2 магистральные газопроводные системы – Уренгой-Помары-Ужгород и система газопроводов «Южный коридор». Мы получили такой синергетический эффект, когда газ с 2 независимых источников оказался в Нижнекамском промузле с вводом вот этого газопровода. При этом получилось, что мы смогли сюда привезти дополнительно порядка 4 миллиардов кубических метров природного газа в год. Мы на станции количества измерения газа. Погрешность измерения 0,8%, то есть точность очень высокая. 5 ниток, все они разного диаметра. В чем еще особенность этой станции? В том, что она может управляться дистанционно. То есть, например, из Казани. Полностью автоматизировано. Присутствие человека здесь не требуется. Пропускная способность колоссальная. 450 тысяч кубов газа в час. Для сравнения, вся Елабуга и промпредприятие Елабуги потребляют 55 тысяч кубов газа в час. Но сейчас работает только 1 нитка из 5. Объем газа можно, конечно, регулировать. Это вопрос не только крупных предприятий, это вопрос вообще всей инфраструктуры. Кстати говоря, это вопрос касается и жителей города, потому что косвенно это скажется и на их благополучие, потому что растет бюджет города, соответственно, доходы города, и, соответственно, благополучие каждого жителя города Нижнекамска. Газ станет доступнее, газа станет больше. Для промышленности тех же ТЭЦ отпадет необходимость переходить на мазут в период ограничений газоснабжения, а это дополнительный вклад в улучшение экологической ситуации. Одним словом, плюсов столько, что в день открытия газопровода президент Татарстана Рустам Минниханов не скупился на похвалу. Заслужили. Отдельные аплодисменты Кондюкову, Рафхат Абдулхаевич. Он взял на себя смелость, и вот этот проект реализован. Аплодисменты ему. Этот газопровод – это наша мечта. Рафхат Абдулхаевич, вот здесь мы по-разному подходили к решению этой задачи, потому что развитие вот Нижнекамского куста, сколько могли, мы столько добавили разными путями, но уже дальше развития не было. И вот тот шаг, который был принят группой компании «Таиф», построить за свои средства, значит, на самом деле вот подробно рассказали самые уникальные современные технологии, которые соответствуют всем экологическим нормам. Ну и самое главное, у нас большая перспектива дальнейшего развития вот этого куста. Перспективы теперь реальны. С газом, теплом и электроэнергией Нижнекамск будет расти в разы быстрее. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Мохов. 7 дней.
Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.